Бизоны – редкие представители плейстоценовой фауны, которые сохранились до наших дней. Десятки тысяч лет назад эти мощные животные населяли почти все северное полушарие. В позднем плейстоцене бизоны проникли по Берингийскому перешейку в Северную Америку. В Европе и Азии бизоны вымерли в конце ледникового периода, около 8-9 тысяч лет назад. Но есть версия, что последних бизонов Якутии истребил человек около 2000 лет назад. Во всем мире сохранилась лишь небольшая популяция этих животных в Канаде. Древние бизоны, они, в отличие от современных, более крупного размера, у них более крупные рога, и форма головы их немножко отличается от современных бизонов. У нас бизоны на рубеже плейстоцена и голоцена, в конце ледникового периода, они вымерли на большей части территории, но местами они все-таки сохранялись все в течение современной голоценовой эпохи. Например, в Якутии имеются находки бизонов, которые уже пережили ледниковый период, но в итоге они тоже вымерли. То есть на большей части территории они вымерли вместе с мамонтовой фауной всей. Видимо, из-за антропогенного воздействия, из-за охоты древних людей. Хотя люди также жили и в Северной Америке, но в Северной Америке они, видимо, успели перехватить ведущую экологическую нишу от крупного травоядного. В Северной Евразии эту нишу крупных травоядных в первую очередь заняли оленьи, там лоси, северные олени, благородные олени, косули. То в Северной Америке, на части такой более степной части Северной Америки, там эту нишу заняли бизоны. В 2006 году на основе соглашения между Агентством парков Канады и правительством республики началась реализация проекта интродукции лесных бизонов на территорию Якутии. В питомник Усть-Ботама были перевезены первые 30 животных. Бизоны легко адаптировались в новых условиях, и их общее количество за эти годы выросло до 250 голов. В дикую природу пока было всего 2 выпуска, это в 2017 и 2018 году по 30 голов. Сейчас, на начало года их численность была уже больше 80, и они отделились на 2 стада. Да. Вообще у бизонов стада довольно-таки маленькие, максимум до 50, до 60 голов. Если количество голов превышает эти цифры, они уже начинают отделяться на несколько стад. Бизон известен своей физической мощью и размерами. Самцы бизонов являются самыми крупными современными копытными на Земле. Вес быков может достигать больше тонны. Высота в холке около 2 метров, длина тела доходит до 3 метров. Главная особенность бизона – очень крутая и высокая холка, формирующая в плечах своеобразный горб, а также низко опущенная голова и очень широкий лоб. Особенно длинная шерсть растет у бизона на плечах, нижней части шеи и подбородке, формируя своеобразную бороду. Окраска животных варьируется от почти черной до коричневой. Движением стада обычно заправляют самки. То есть, куда пойдет одна самка, за ней последует все стадо. То есть, в этом плане у них матриархат. Да. А самцы вне брачного периода довольно-таки пассивны. То есть какой-нибудь старый самец полежит где-то здесь, устроится поудобнее здесь, немного поотстанет от стада. А что насчет периода гона, он начинается осенью. В это время к ним уже никак не подойти. Да. Тут, говорят, их издалека слышно, прям как они бодаются. Отел начинается с середины апреля, примерно до середины мая. Телята обычно всегда держатся посередине стада. Обычно, когда они начинают убегать, взрослые самцы, они остаются, идут навстречу, как стеной устраиваются в сторону угрозы. Медведи или те же волки, пока попыток не было нападения на бизонов с их стороны. Во-первых, потому что бизоны довольно-таки большие, массивные животные, а еще они всегда ходят стадом.
Так что, да, дикие животные, они, конечно, тоже вот прикидывают свои возможности. И как бы, то есть сейчас в данное время естественных врагов у бизонов нет у нас, по крайней мере. За время содержания лесных бизонов в питомниках были проведены научно-исследовательские работы, которые доказали, что природно-климатические условия Центральной Якутии полностью соответствуют экологическим требованиям этого вида. Широко распространенные в этом районе мелкодолинные угодья, малодоступные для сельскохозяйственного освоения, представляют собой свободную экологическую нишу для обитания этих парнокопытных и создания их природных популяций. В настоящее время часть бизонов выпущена на свободу в долине среднего течения реки Синяя. Этот проект является успешным примером международного сотрудничества в сфере экологии и охраны природы в целом, и в частности в деле сохранения этого удивительного древнего животного – лесного бизона.